Главные новости республики на ТНВ. Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. И это время мы снова посвятим энергетике. Что происходит с мировым энергобалансом, что нас ждет в будущем, каковы тенденции развития отрасли. Мы не обещаем, что дадим детальные ответы на все вопросы, но поговорить об основных трендах развития мировой энергетики, ее будущем, это нам вполне по силам. А то, что общая картина мировой энергетики сейчас меняется, и меняется стремительно, факт неоспоримый. Причем в этих переменах есть свои парадоксальные моменты. По всем оценкам, энергетика – это сфера, которая растет быстрыми темпами, и для этого есть очевидные предпосылки. По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах. Но есть и другая тенденция, не менее очевидная. Сегодня практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников. На них приходится уже более половины всех вводимых в мире мощностей генерации. К 2035 году их доля в мировом энергобалансе должна вырасти с 15 до 23%. А в генерации электроэнергии без учета гидроэнергетики с нынешних 7 до 20%. Еще одной ключевой тенденцией стало снижение энергоемкости экономики. Прежде всего, за счет использования современных технологий. И на это мы хотим обратить особое внимание. Это хорошо видно на примере двигателей внутреннего сгорания. Если еще только 20 лет назад автомобиль расходовал на 100 километров пути в среднем 12,2 литра бензина, то сейчас 8,5 литра бензина. То есть потребление сократилось почти на треть. Другой очень важной тенденцией является цифровизация энергетического комплекса. Быстрая обработка колоссальных объемов информации и искусственный интеллект. Внедрение умных энергосетей позволяет системно анализировать выработку и потребление энергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери. Еще одна очевидная тенденция – это повышение доступности энергоресурсов и энергетической инфраструктуры в целом. То есть сейчас в мировой энергетике мы наблюдаем две, как выясняется, вовсе не взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, мы видим увеличение спроса на энергию, с другой – явно прослеживается курс на снижение энергоемкости экономики. К примеру, Россия в рамках повышения энергоэффективности к 2035 году планирует снизить энергоемкость ВВП примерно в 1,5 раза. А теперь давайте спустимся с мировой энергетической повестки дня на уровень региональных проблем, и мы увидим более чем характерную ситуацию, скажем, в сфере той же теплоэнергетики. С одной стороны, спрос на тепло не снижается, а скорее наоборот имеет явную тенденцию к росту. С другой, мы наблюдаем население, и предприятия желают получать это самое тепло по экономически обоснованным тарифам. А с учетом внедрения современных технологий и модернизации средств доставки ресурса, эти тарифы должны снижаться или, по крайней мере, не расти опережающими темпами. Такую картину нам рисует объективная реальность. А вот что происходит на практике? Как необходимо выстроить схему теплоснабжения Казани так, чтобы выгодно и интересно было как производителям и поставщикам тепла, так и, это, наверное, главное, его потребителям, тому же населению. Вот об этом и не только мы поговорим сегодня в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Тариф уже сегодня для конечных потребителей города Казани, для населения мог снижен быть порядка до 20%. Схема теплоснабжения Казани. Почему казанцам предлагают тепло по завышенным тарифам? Решение управления Федеральной антимонопольной службы. О чем оно говорит? У нас есть источник теплоты, это ТЭЦ-3. То есть сериал ТК-16, ТЭЦ-3. То есть оттуда теплоноситель горячий. Самый энергоэффективный район Казани. Почему в Салават-Купере тарифы на тепло и электроэнергию одни из самых низких? Изучим опыт.
с внедрением газовой турбины выработка электрической энергии увеличилась в 2,5 раза. Казанская ТЭЦ-3. Эффективность, эффективность и еще раз эффективность. Какова формула успеха крупнейшей в Казани теплоэлектроцентрали? Узнаем. Есть такое понятие – экономически обоснованная цена или экономически обоснованный тариф. Всем известно, что на свободном рынке цена определяется соотношением спроса и предложения. К примеру, как бы те же строители не обосновывали цену квадратного метра жилья затратами на покупку земли, повышением стоимости материалов, транспортных услуг, есть четкий баланс между их аппетитами и возможностями потенциальных покупателей. Цену устанавливает рынок. Если у покупателя условно дома или квартиры нет средств оплачивать завышенные запросы строительных компаний, цена падает. Производители и продавцы недвижимости просто вынуждены подчиняться законам рынка. А вот с оплатой тепла все несколько иначе. Тариф устанавливает государство. В Татарстане Государственный комитет по тарифам. Делает он это на основе заявок от производителей и поставщиков ресурсов. В этой заявке теплоснабжающие организации и обязаны экономически обосновать тариф. Что сколько стоит, каковы расходы на топливо, ремонт оборудования, зарплату персонала и так далее. То, что тарифы на тепло от разных поставщиков разные, не должно смущать. Это явление нормальное. Скажем, в Казани всего несколько крупных производителей тепла. Это АО «Татэнерго», УАО «ТГК-16», АО «Казэнерго». Остальные производители представляют так называемую малую генерацию. Это предприятия с собственными теплоисточниками, которые продают в небольшом объеме излишки тепла населению. Объем рынка у малой генерации небольшой, поэтому в общей схеме теплоснабжения Казани она существенной роли не играет. А вот что касается основных игроков рынка тепла в столице, здесь ситуация следующая. Самые дешевые тарифы в этой схеме у Казанской ТЭЦ-3. Самые дорогие цены предлагают котельные ТЭЦ, Татэнерго, также конкуренцию ТГК-16 проигрывают. Казалось бы, вывод очевиден. Нужно максимально задействовать мощности ТЭЦ-3 и обеспечить население теплом по низким тарифам. Но в реальности все складывается вопреки формальной логике. Почему? Давайте разбираться. Отопительный сезон в Казани уже стартовал, и мы с определенным опасением всматриваемся в платежки за ЖКХ. Больше всего беспокоит строка отопления. Плата за тепло растет и растет постоянно, год от года. И это тот случай, когда стабильность не радует. В чем причины повышения, насколько действительно экономически обоснованы тарифы за тепло? Нет ли здесь каких-то переплат? Эти вопросы наверняка задают себе многие казанцы в период отопительного сезона с середины осени по май месяц. Председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов говорит, что переплаты есть, и жалобы населения на завышенные тарифы за тепло обоснованы. За 3 года Нижнекамск, весь город, переплатил 5,7 миллиарда рублей за отопление. У нас по Казани за 10 лет мы с вами переплатили 10,5 миллиардов рублей. Понимаете? Ежегодно мы с вами переплачиваем порядка 1,5 миллиарда рублей. Можно ли снизить тарифы за тепло для населения? Уверен, для большинства жителей столицы сама постановка вопроса покажется странной. Как снизить? Не повысили бы? Именно на этих страхах и играют недобросовестные поставщики ресурсов. В компании ТГК-16 считают, что тарифы на тепло уже сейчас в Казани можно снижать, а не повышать. Если бы источник ТГК-16 Казанская ТЭЦ-3 был бы загружен, то тариф уже сегодня для конечных потребителей города Казани, для населения мог бы снижен быть порядка до 20%. Тариф увеличится не более чем на тот индекс инфляции, который допускается. Откуда такая разница в подходах? Давайте разбираться. Потому как в компании ТГК-16 считают, что нынешняя схема теплоснабжения Казани до 2033 года, мягко говоря, работает не в интересах населения как потребителя. Ведь если разобраться, в чем главная задача схемы теплоснабжения? В том, чтобы обеспечить население бесперебойной поставкой тепла по выгодным тарифам. Где самые низкие тарифы производства тепловой энергии? На Казанской ТЭЦ-3. Есть и средства доставки ресурса до населения. До 2013 года город забирал с ТЭЦ-3 около 1,5 миллиона гигакалорий.
Сейчас по новой схеме теплоснабжения чуть более 700 тысяч, то есть в 2 раза меньше. Более того, это требование федерального закона обеспечивать население теплом в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии. Если проводить сравнение, то таким источником является Казанская ТЭЦ-3. Она имеет крупного промышленного потребителя, и ее удельные переменные затраты и топливная составляющая на производство горячей воды ниже, чем у Казанской ТЭЦ-2, и значительно ниже, разумеется, чем у котельной Савиново. Сегодня на тепловом рынке Казани есть 3 крупных игрока – Татэнерго, ТГК-16 с ТЭЦ-3 и Казэнерго. Есть еще и мелкие котельные. Но в этой схеме у Татэнерго монопольное положение, хотя бы потому, что основные средства доставки – тепловоды, коллекторные системы в их ведении. Этим положением они и пользуются, считает компания ТГК-16, искусственно занижая объемы тепла с более дешевым теплом с ТЭЦ-3, чтобы загрузить свои ТЭЦ и котельные с более дорогим ресурсом. Первый заместитель генерального директора Татэнерго Айрат Сабирзянов возражает. Говорит, искусственно никто доступ дешевого тепла в схему не ограничивает. Для этого есть якобы объективные причины. Нет, такого нет. Там есть несколько ниток, и некоторые нитки, соответственно, они там могут быть выведены могут быть не задействованы в поставке тепловой энергии. Но это не ограничивает поставки тепловой энергии потребителям. Что еще влияет на схему? Аргументирует свою позицию Айрат Сабирзянов. Ряд крупных потребителей перешли на собственную выработку тепловой энергии, например, КАПО и КМПО. Происходит снижение со стороны коммунального сектора. Город активно развивается, застраиваются квартала. Появилась Казань-Арена, которая потребляет достаточно большое количество тепла. Произошло таким образом, что выбытие от них потребителей на тепловодах в начале и появление на конце тепловода крупных потребителей привело к тому, что гидравлические режимы не были способны дотащить нужного качества и с необходимой надежностью эту тепловую энергию до конечного потребителя. Несколько лет назад именно Татэнерго своими тарифами вызвала уход от себя крупных промышленных потребителей, таких как КАПО и КМПО. Этим компаниям стало выгодно включить свои котельные, но при этом сейчас Татэнерго продолжает вести политику, которая не снижает, не направлена на снижение тарифов, а, соответственно, увеличивает загрузку собственных источников в некомбинированные выработки. Цифры все-таки упрямая вещь. Они наглядно показывают, что тарифы на тепло у Казанской ТЭЦ-3 существенно ниже, чем у конкурентов из Татэнерго. И даже тарифы для конечного потребителя, те, что мы видим в платежках, с учетом всех потерь и затрат энергетиков, более чем красноречивы. Есть вопросы у экспертов и по надежности схемы теплоснабжения Казани. В ТГК-16 отмечают, что она не учитывает ряд важных деталей. Что касается надежности схемы теплоснабжения, действительно, Савиново, котельная Савиново, не имеет резервного топлива, оно работает только на газу. Казанская ТЭЦ-2 в качестве резервного топлива использует уголь. В случае аварийной ситуации и проблем перебоев с подачей газа, возможна такая ситуация, когда город останется без тепла. С точки зрения надежности проблемы здесь не видим. Компания ТГК-16 считает, что в данном случае можно вести речь как минимум о создании барьеров для выхода на рынок тепла со стороны монополиста Татэнерго. А значит, налицо все признаки нарушения антимонопольного законодательства. Соответствующие обращения в УФАС были сделаны, и совсем недавно антимонопольное ведомство объявило о своем решении. Фактически УФАС признал Татэнерго виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Но что последует за этим решением? Вряд ли можно вести речь о пересмотре всей схемы теплоснабжения и тем более о пересмотре тарифов на тепло. Могут наложить штраф без каких-либо других серьезных санкций для Татэнерго. Печально, констатируют эксперты, ведь потребители в этом случае мало что выиграют. Они как платили по завышенным тарифам, так и будут платить дальше. Увы. Даже это решение антимонопольного ведомства не означает немедленную реформу системы теплоснабжения Казани.
А в том, что перемены здесь назрели, многие эксперты отрасли говорят давно. Что в первую очередь такая реформа, будь она реализована, должна дать? Главное – развитие всей системы теплоснабжения, повышение ее эффективности, но без создания дополнительного бремени для потребителей и в первую очередь для населения. Как это возможно? Да, такое решение есть. Мы считаем, что оно заключается в создании единой теплоснабжающей организации на базе теплосетевых активов, которые в настоящий момент находятся в собственности Казанской теплосетевой компании и Казэнерго. Данная организация будет независима от крупных производителей тепловой энергии, которыми являются Татэнерго и ТГК-16. Данная организация будет заинтересована в повышении эффективности своих тепловых сетей путем вывода из эксплуатации неэффективных котельных и большей степени загрузки источников с комбинированной выработкой с наименьшим тарифом. Именно таким образом данная организация сможет повысить свою прибыльность, не повышая конечный тариф для потребителя. Производители тепловой энергии в такой ситуации будут вынуждены оптимизировать свои затраты на производство, чтобы поставить потребителю свой продукт, тепловую энергию, по наименьшей цене. В настоящий момент именно таким образом функционирует рынок электроэнергии, где производители электроэнергии конкурируют между собой за загрузку в экономичном режиме. Если разобраться, формула успеха в такой сфере, как теплоэнергетика, такая же, как и везде. Нужно снижать затраты, повышать эффективность и не давать монополистам злоупотреблять своим положением. Вроде бы все просто, но как же сложно это реализовать на практике? Казанская ТЭЦ-3 не только самая мощная теплоэлектроцентраль в Казани, но и самая эффективная. А сейчас настало время нам познакомиться с самым энергоэффективным микрорайоном столицы. Как нетрудно догадаться, он получает тепло от Казанской ТЭЦ-3. Уже почти 3 года прошло с момента ввода в эксплуатацию первого дома в жилом комплексе Салават-Купере. Сегодня здесь расположены уже 22 жилых объекта, школа и 2 детских сада. Начато строительство второй очереди домов. Теплом квартиры и помещения комплекса снабжает Казанская ТЭЦ-3, которая расположена буквально в нескольких километрах. А вот эксплуатацией и обслуживанием километров сетей тепла и водоснабжения занимается компания РСК. Именно ее сотрудники следят за тем, чтобы теплоноситель поступал в батареи бесперебойно и по графику. У нас есть источник теплоты, это ТЭЦ-3, то есть филиал ТГК-16 ТЭЦ-3. То есть оттуда теплоноситель горячий подается в наружные сети теплоснабжения, в трубопроводы. Производятся обходы тепловых сетей, осмотры, регулировка. Проводим текущие ремонты. В принципе, капитальных ремонтов здесь не проводятся, сети новые проложенные. Сегодня компания эксплуатирует и обслуживает 11,5 километров сетей теплоснабжения, 15 километров сетей водоснабжения и 46,5 километров сетей водоотведения в Салават-Купере. Все сети в жилом комплексе расположены под землей. По ним тепло поступает в индивидуальные тепловые пункты каждого дома и дальше распределяется по квартирам. Теплоноситель из сетей, из наружных сетей, подается сюда, идет, проходит через фильтра, газовик, фильтра и подается в теплообменник. Заходит в теплообменники первой зоны отопления, второй зоны отопления, нагревает также воду, которая там циркулирует, и подает в систему уже отопления жилого дома. Здесь все отрабатывает автоматика. Человек не участвует. Посмотрим. А вот тепло в квартире можно регулировать самостоятельно. Для этого на каждой батарее установлен специальный регулятор, который позволяет установить температуру на нужный уровень. Кроме того, в каждой квартире есть так называемый коллекторный узел. По необходимости жители могут полностью отключить или включить тепло в какой-то комнате. В каждой комнате может прибавить, убавить. В каждой комнате может закрыть батарею полностью, открыть полностью. То есть, если раньше система была, там ничего не сделаешь, то есть житель ничего не может сделать, например, то в этих домах житель может сам себе сделать, как хочет. Плюсы в такой системе отмечают и сами жители Салават-Купере. В зависимости от погоды тепло можно прибавить или уменьшить, таким образом немного сэкономив на гигакалориях. Сейчас очень удобно, потому что, смотря какая погода, если на улице, в принципе, тепло, можно полностью отключить. Похолодает, удобно, можно регулировать, очень даже удобно. Мы сами можем регулировать. У нас, например, сейчас тепло очень на 18 этаже, и мы вообще даже отопление не включили еще.
поэтому так экономим пока. Очень тепло, очень хорошо. Да, и причем можно регулировать же. Цены на тепло в Салават-Купере – это еще один приятный бонус для жителей комплекса. Здесь они ниже по сравнению с другими районами города. А все дело в низком тарифе на производимую тепловую энергию на коллекторе станции и тарифа на передачу. Именно из этих двух составляющих складывается итоговая стоимость тепла для населения. Учитывая, что тариф на производство тепловой энергии на Казанской ТЭЦ-3 ниже, чем средний тариф по Казани, и транспортная составляющая РСК также конкурентоспособна, то выходит, что жителям Салават-Купере тепловая энергия выставляется по более низкому тарифу, чем в целом по Казани. Самая крупная теплоэлектроцентраль Казани ТЭЦ-3 в этом году отметила полувековой юбилей. 50 лет назад запуск этой станции позволил обеспечить полноценную работу новых промышленных предприятий республики и снизить теплонагрузки с имеющихся объектов генерации. Но настоящий прорыв для станции произошел после 2010 года, когда Казанская ТЭЦ-3 была выкуплена вновь созданной энергетической компанией группы ТАИФ ОАО ТГК-16. Частные инвестиции в модернизацию станции вывели ее в разряд самых высокоэффективных в России и даже в мире. Каким должно быть предприятие, снабжающее Казань теплом и электричеством? Надежным и мощным, ответим мы. Таким, как Казанская ТЭЦ-3. Теплоэлектроцентраль, построенная еще во второй половине прошлого века, сегодня является крупнейшим энергетическим комплексом столицы Татарстана. Это уже не то предприятие советского образца, которое было в 70-е, 80-е и 90-е годы. С 2010 года с вхождением в состав группы компаний ТАИФ на ТЭЦ началась активная реализация программы модернизации, затраты на которую составили более 20 миллиардов рублей. Была проведена большая работа, были внесены изменения в тепловую схему старой части станции, изменена тепловая схема и реконструирована электрическая часть. Эта работа была этапная, она фактически завершилась на данном этапе в прошлом году вводом в работу газотурбинной установки. Первым этапом программы модернизации стало техническое перевооружение паровой турбины номер 1. Вторым этапом была проведена реконструкция электрической части. Это позволило обеспечить Казаньоргсинтез электроэнергией по первой категории, то есть от двух независимых источников. И, наконец, финальным аккордом комплексной модернизации стало внедрение на ТЭЦ мощнейшей газотурбинной установки в России. В общей сложности энергоблок возвели почти за 2 года. В его основу заложена уникальная газовая турбина 9HA01 производства компании General Electric. С момента ввода в эксплуатацию Казанская ТЭЦ-3 претерпела множество изменений, но самым масштабным мероприятием стало строительство вот этого газотурбинного энергоблока. Если раньше общая установленная мощность ТЭЦ составляла 384 мегаватт, то с запуском этой установки она составила 789,6 мегаватт, то есть увеличилась более чем в 2 раза. С внедрением газовой турбины на Казанской ТЭЦ-3 выработка электрической энергии увеличилась в 2,5 раза. При этом основной показатель экономичности станции, дневной расход топлива на отпущенную электрическую энергию, сократился на 27%. За прошедшие 8 месяцев этого года выработка электроэнергии Казанской ТЭЦ-3 составила более 3 миллионов киловатт-часов. Отпуск тепловой энергии составил более 1200 гигакалорий. Данные технико-экономические показатели ТЭЦ могли бы быть лучше, но в связи с принятием новой схемы теплоснабжения Казани до 2033 года практически полностью сокращается отпуск тепловой энергии в горячей воде по 2 тепловодам. А это отрицательно сказывается на эффективности работы станции и приводит к росту тарифов для населения. Однако даже эти факторы не мешают ТЭЦ оставаться надежным источником тепловой и электрической энергии для населения и предприятий Казани. Основным потребителем Казанской ТЭЦ-3 является ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации. Это ПАО «Казаньоргсинтез». Также станция обеспечивает тепловой энергией такие предприятия, как тепличный комбинат «Майский», Казанский завод силикатных стеновых материалов, Казанский завод железобетонных изделий. В горячей воде станция обеспечивает нужды населения авиастроительного, Московского, Новосавиновского и Кировского районов города Казани. Особое внимание Казанская ТЭЦ-3 уделяет природоохранной деятельности.
систематически проводится оценка состояния окружающей среды. Исследуется состояние воды, воздуха и почвы. В настоящее время на предприятии реализуются проекты, направленные на энергосбережение и уменьшение негативного влияния на окружающую среду. В новой газовой турбине внедрена инновационная камера сгорания, которая позволяет существенно уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тем самым сократив негативное воздействие на окружающую среду. Внедрена автоматическая система контроля промышленными выбросами. Реализуются ресурсосберегающие технологии. На Казанской ТЭЦ-3 эксплуатируется несколько видов очистных сооружений. Но на этом развитие Казанской ТЭЦ-3 не завершается. В рамках реализации инвестиционной программы в ближайшие 5 лет здесь продолжится замена устаревшего оборудования и переход на современные, высокотехнологичные условия работы. А это значит, что всего через несколько лет мы увидим вновь обновленную теплоэлектроцентраль. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век» в программе «Реальная экономика». «Черное озеро». По будням в 21:00.